Это программа «На прицеле». Я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Наш выпуск будет посвящен безопасности дорожного движения. И сегодня в программе. Сидя в кабинете, всей правды не узнаешь. Высшие чины полиции отправились в народ. По республике проходят встречи с трудовыми коллективами. Водители без водительского удостоверения и много тонированных машин. Какие еще нарушения выявил Сибая главный государственный инспектор республики. Послеобеденный сюрприз. Девушка за рулем Ford Focus угодила в открытый водопроводный люк. Кто виноват и что делать? А теперь об этом и другом более подробно. Очередное утро для работников Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината началось не как обычно. С визитом к ним приехал начальник управления ГИБДД Республики Башкортостан Динар Загитович Гильмудинов. Горняки смогли не только узнать последнюю информацию о работе полиции, но и задать наболевшие вопросы. По поручению министра внутренних дел Российской Федерации, министры внутренних дел регионов и начальники различных управлений выезжают в города и районы для встречи с трудовыми коллективами. Среди главных целей и задач – узнать, что волнует граждан, и повысить доверие населения к органам внутренних дел. В этом отношении за последние годы произошли значительные сдвиги. Еще лет 10 назад процент доверия людей к полиции составлял около 30%. Сегодня, согласно данным статистических опросов, эта цифра выросла как минимум вдвое и составляет более 65%. Это говорит о том, что мы находим общий язык и понимаем друг друга, отметил начальник управления ГИБДД Башкортостана в ходе встречи с коллективом Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината. Я неспроста выбрал город Сибай. Я, наверное, уже последние 2 года сюда не приезжал, поэтому решил встретиться с трудовым коллективом, поговорить о ситуации, которая вообще складывается по системе Министерства внутренних дел. Вот сегодня мы, по крайней мере, у нас в республике идет уменьшение количества зарегистрированных преступлений. Это говорит о том, что роль МВД, роль населения говорит о том, что начинаем понимать друг друга. И самое главное, доверие населения растет в республике к органам внутренних дел, это тоже хорошо. В первой части своего выступления главный госинспектор республики довел до сведения присутствующих общую информацию о положении дел по линии полиции и провел аналогии с зарубежными странами. Одним из немногих полицейских Динар Загитович представлял нашу страну в Швейцарии, когда в штабе-квартире ООН обсуждались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а также проходил обучение в полицейской академии Германии. Так вот, там раскрываемость преступления составляет около 25%. В нашей стране уже более 70%. И это тоже говорит о неплохом взаимодействии граждан и сотрудников органов внутренних дел. Конечно, есть и проблемы. Среди них преступления на бытовой почве, мошенничество, повсеместное распространение фирм-однодневок. Много вопросов сегодня связано с незаконным оборотом наркотиков. По стране и по республике идет рост этих преступлений именно с незаконного оборота наркотиков. Это говорит о том, что сегодня все хотят, особенно молодое поколение, легко жить, забыться о проблемах и на этом удовлетвориться. Вы все родителями являетесь в первую очередь, ваши дети уезжают в большие города учиться, поэтому детей надо всегда контролировать. Нельзя им доверять в некоторых моментах. Понятно, что приезжая в большой город, остаются сами по себе, начинают принимать в первую очередь там таблетки покупать, потом дальше другие наркотики, и мы теряем детей. Поэтому не забывайте этот момент, что своих детей вы в первую очередь сами должны за ними смотреть. Президентом страны перед МВД России поставлены задачи по усилению борьбы и с экономическими преступлениями, по искоренению коррупции. Динар Загитович отметил, что под уголовную статью может попасть не только тот, кто требует взятку, но и тот, кто ее дает. При всех подобных случаях он призвал звонить в Управление собственной безопасности полиции или на телефон доверия МВД. Реакция будет моментальной. Как начальник управления ГИБДД Башкортостана в своем выступлении Динар Гильмудинов подробно остановился и на ситуации на дорогах республики. Ситуация на дорогах очень сложная. У нас, если идет снижение аварийности именно по ДТП, по раненым, но у нас идет рост по погибшим участникам дорожного движения. Но сегодня вот опять-таки я не могу не остановиться на том моменте. Вот на дорогах Башкортостана сегодня погибло 7 детей на сегодняшний день. Если в прошлом году за это время было 2 ребенка, в этом году уже 7, у нас большой рост погибших детей. И опять-таки все дети были пассажиры. Значит, что виноват? Родители. Вот, к сожалению, мы привыкли думать, что
правила дорожного движения нужны для сотрудника МВД, ни в коем случае не забывайте. В первую очередь нужны они вам, чтобы вы были живы и здоровы. После выступления присутствующие смогли задать свои вопросы. Острых не прозвучало. Трудовой коллектив Сибайского филиала УГОКа интересовали нормы нанесения дорожной разметки, заросшие кустарники, препятствующие обзору дороги и знаков, недостаточная яркость сигналов светофора, установка лежачих полицейских в местах, где водители часто превышают скорость. Вот народ пишет, вот поставьте мне туда пешеходный переход. Поставьте туда, допустим, светофор. Вот у нас очень много вопросов именно с нарушением всех, допустим, норм и требований. Вот если между светофорами вообще должно быть расстояние не менее километра, понимаете? Вот не менее километра, чтобы вот по СНИПам ГОСТам положено. У нас люди пишут, и муниципалитет начинает ставить «хочу туда», народ написал, мы вот хотим здесь переходить, понимаете? Начинаем чертить пешеходный переход, опять-таки никаких согласований нету, просто... Вот мы придем к этому времени, когда народ будет спрашивать, допустим, водитель, а покажите мне дислокацию дорожной разметки, допустим, да, вот протокол составили, придет время, когда нас заставят, чтобы мы все это выложили, показали, где у нас должна дорожная разметка, где какой дорожный знак должен быть. Тогда вот будет у нас все соответственно. Но мы придем к этому. Буквально на днях всю страну потрясло видео из Сочи. Из багажника автомобиля на полном ходу вылетели дети. К счастью, они остались живы. Безопасности детей на дорогах сотрудники ГИБДД уделяют усиленное внимание. Постоянно проводятся профилактические мероприятия. Но часто правилами дорожного движения пренебрегают сами родители. Мы сейчас начали очень заниматься сильно именно перевозки детей. Все сотрудники ГИБДД занимаются этой профилактической работой. Вот, по крайней мере, вот вчера вот в Обзелилово мы задержали, да, и в Крымскалах опять без удержа сидений. Вот когда взрослые начнут понимать, что безопасность их детей нужна для них, а не в первую очередь для сотрудников ГИБДД, и тогда у нас, я думаю, ситуация поменяется, и результаты будут лучше, и, по крайней мере, гибнуть дети не будут на дорогах. Что дети не гибнут на дорогах в качестве пешеходов, это тоже нас радует, потому что это говорит о роли профилактики. Вот сегодня мы, допустим, сотрудник ГИБДД работает очень плотно с Минобром, когда мы проводим профилактические мероприятия, там социальное значение, да, даже те же КВН, рисунков, там поделок и других моментов связанных с безопасностью дорожного движения, это говорит о том, что общество начинает понимать, что правила дорожного движения нужны сегодня и в детском саду, и в школе, и уже во взрослой жизни. МВД сейчас вообще становится более открытым, да, те же социальные сети, вы в числе первых руководителей республики, кто активно ведет свой блог и в Инстаграме, и в интернете в целом. А свои плоды это дает население, может к вам обращаться посредством просто там написания сообщений где-то в социальных сетях? Конечно, вот если взять опять-таки мой Инстаграм, мой Фейсбук, по крайней мере, вот за неделю вот у нас максимально без 2000 2 миллиона просмотров бывает, да, за неделю, да, люди, если человек второй заходит, допустим, на ту же одну статью, фотографию, он счетчик уже не считает, только один раз может почитать. Если одну фотографию, если даже у меня там сегодня 36 тысяч подписчиков, по 120, по 140 тысяч человек просматривает фотографии, это говорит о той роли профилактики. Нам не нужны ни в коем случае лайки, там, нам нужны просмотры, чтобы люди смотрели, даже пускай не подписаны, но, по крайней мере, смотрят, читают. Именно мы постоянно делаем рубрику, что правила дорожного движения, о каких знаках, о каких перекрестках, о других моментах, что мы проводим, что мы делаем, чтобы люди видели, что ГИБДД занимается не только, допустим, выявлением нарушений, мы занимаемся и профилактикой, предупреждаем правонарушения, чтобы их не было, мы работаем с детьми, показываем. Вот это социальный блок, так скажем, наверное, очень сегодня нужен. И почему еще мы в социальные сети пошли? Потому что вот если взять, допустим, я своих детей беру, да, вот у меня сыну 23, дочери там 19 лет, они вообще новости, телевизор не смотрят, понимаете, они только в социальных сетях, поэтому именно молодое поколение, нам нужно достучаться до молодого поколения, чтобы они старались жить долго, счастливо, поэтому, чтобы не совершать каких-то противоправных действий на дорогах и вообще не совершали преступления, поэтому мы будем говорить, работать и освещать вот эти все наши моменты. В рамках визита в наш город начальника управления ГИБДД Башкортостана сопровождали сотрудники специального взвода оперативного реагирования дорожно-патрульной службы ГИБДД. Совместно мы выехали на профилактический рейд по улицам города. Динар Гильмуддинов отметил, что в Сибае много тонированных машин, а также водителей, превышающих скоростной режим. Работа в этом направлении будет усилена.
Практически сразу было выявлено и еще одно нарушение. За рулем одной из машин находился водитель без водительского удостоверения. Ушедший домой за правами молодой человек так и не вернулся. Рейдовые мероприятия продолжились. Добрый день, полковник полиции Гельмудин. У вас не тонировано? Водительское удостоверение есть? Водительское удостоверение есть? Да, конечно. А то у вас Сибай без водительского удостоверения любит ездить. Вообще за Урале. Да, вот вообще. Что странного, Андрей Николаевич? Это серьезно где-то. Как? Ну ладно. Ладно, давайте. Хорошей дороги, давайте. С приходом лета остро встает вопрос с детским дорожно-транспортным травматизмом. Предоставленные сами себе, ребята частенько играют возле проезжей части, перебегают дорогу в неположенных местах. Водители должны быть предельно осторожны. К тому же в транспортный поток активно добавляются скутеристы и мотоциклисты. Проблема со скутеристами началась, вот летний сезон начинается, сейчас каникулы. Вот опять начинаем разбираться в ситуации, опять кто виноват. Покупает скутер, кто родители, в основном дети катаются на этих скутерах. И они выезжают на проезжую часть, что случается, родитель начинает, вот МВД, ГАИ, там не видели, все остальное. А почему никто себе вопрос не задает, почему они его купили несовершеннолетнему ребенку? Второе, почему он опять ездит без шлемов безопасности, это два, это уже вообще личная безопасность каждого гражданина, да, не только обязательно ребенка, но и взрослого. Все считают, скутер, значит, можно ездить без каски, там, скажем, без шлема, а люди сами не думают о своей безопасности, а потом предъявляют какие-то претензии. Понятно, что мы хотим навести порядок, но у нас возможности не хватит за каждым скутеристом бегать, ездить, поэтому призываем в первую очередь их самих выполнять требования законодательства, требования правил дорожного движения. Поэтому если мы как бы найдем общий язык с участниками дорожного движения в этом направлении, именно скутер, там мотоцикл. Вот вчера вот в Сибае ночью посмотрел, как тут мотоциклист ездит по 9 штук сразу на одном колесе, там кто-то съедет. Поэтому показывает, как они умеют ездить. Да, понятно, что всем охота покататься красиво, но для этого надо муниципалитетам в первую очередь строить именно городки, где могут они кататься. Да? А вот эти вопросы именно связанные с гоночными вопросами, да, ну, надо муниципалитету решать, надо больше лежачих полицейских. Едва успеваем записать интервью о скутеристах, как инспекторы ДПС тормозят очередного из них. Папа за рулем, сзади сидит дочка, оба без защитной экипировки. Вы что делаете, ребенок? Чему учите? Вам не стыдно? А почему так делаете? Вот мы сейчас составим административный протокол на вас. Документов нет, на мотоцикл документов нет с собой, да? Сейчас на штрафстоянку мы его поместим. Ну почему так делать? Почему своих детей не бережете? Попросил туда детей. Ну понятно, попросил, ну понятно, вот, люди каждый день погибают ни в чем не винные. Что, при чем тут, вот, допустим, мы, сотрудники ГИБДД, отвечаем в ответе за вас, понимаете? Какие документы есть у вас? С собой ничего нет. С собой ничего нет. Давай, оформляйте. На скутере езжу давно. Сегодня просто думал в магазин съездить. Ребенок попросился со мной, и все. Недалеко от дома? Да. А так вообще в обычные дни экипировка у вас имеется? Да. Сегодня решил без каски потихонечку съездить в магазин за картофелем. Съездил, ну. Теперь поездка за картофелем обойдется водителю скутера в 1500 рублей. 500 рублей штрафа предполагает управление транспортным средством без документов и 1000 без защитной экипировки. Кроме того, скутер пока помещен на штрафстоянку. После рейдовых мероприятий в районе Центральной площади мы отправились на выезд из города в сторону Магнитогорска. Как уже неоднократно говорилось сегодня в ходе общения с главным госинспектором республики Динаром Загитовичем Гельмудиновым, главная цель подобных профилактических мероприятий – это не статистика, а в первую очередь обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы дисциплинированными были все – и водители, и пешеходы. Тем не менее, факты – вещь упрямая, и, как показывают эти самые рейды, в ходе них выявляется в 2 раза больше правонарушений, чем в обычные дни. После выявления ряда незначительных нарушений правил дорожного движения был остановлен водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Куда поехали? САП. Я не пью. А что делали? Вчера отметили. Рождение племянницы, все. Ну, понятно. В присутствии понятых была произведена проверка на алкотестере, которая показала 1045 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Если говорить проще, это примерно бутылка выпитой водки. 12 лет назад, когда я начал начальником управления ГАИ, мы в год задерживали 70 500 пьяных, да, в прошлом году задержали 33 тысячи пьяных, да. Количество пьяных уменьшается, это тоже радует, это роль профилактики, люди начинают осознавать, что не сегодня, завтра могут вас поймать, поэтому мы каждую пятницу, когда проводим мероприятия, нам не нужны планы, не нужны там цифры, мы всегда говорим, что мы работаем с населением, работаем по рейдовым мероприятиям, по пьяным водителям, мы предупреждаем участие дорожного движения. Понимаете, нам не надо вот этой цифры, нам надо, чтобы все люди были живы и здоровы, понимаете, поэтому мы эту работу делаем, как бы предупреждаем население о плановых мероприятиях. На сегодняшний день в Башкортостане зарегистрированы 1 миллион 670 тысяч транспортных средств и только 2000 сотрудников ГИБДД. Понятно, что зафиксировать каждое нарушение просто нереально. Но каждый из водителей должен понимать, что правила дорожного движения придуманы не для полиции, а для личной безопасности. А к дорожным правилам как отношусь? Отношусь очень даже нормально и всегда, особенно в правилах дорожного движения, всегда ставлю вот это наперед. А то многие же вот так сами знают. Это не надо одевать, это не надо. Говорят, все для жизни, это для здоровья. Гаишникам, что ли, это надо? Или ГИБДД? Нет, им не надо. Это вам, говорю, в первую очередь надо. Поэтому я дорожное движение всегда соблюдаю. Подобные рейды проходят у нас еженедельно по Республике Башкортостан в целом. По всем городам мы проводим рейды. Чаще всего мы обращаем внимание на нарушения, грубые нарушения ПДД, это выезд на встречную полосу. Также и проверяем водительное состояние опьянения. Водители, как правило, в целом нашей республики адекватно относятся к данным родам мероприятий. В ходе трехдневного усиленного рейда в минувшие выходные на территории нашего города 156 человек привлечены к административной ответственности. Среди них 7 человек находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 39 ездили с тонированными стеклами, превышающими допустимую норму светопропускаемости не менее 70%. Еще 4 перевозили детей без специальных удерживающих устройств. В этот же день после обеда на улице Чайковского произошло дорожно-транспортное происшествие. Его спровоцировал открытый водопроводный люк. Все подробности в нашем сюжете. В тот злополучный день Олеся Резникова медленно и спокойно выезжала из квартала по улице Чайковского. Неожиданно для себя и других участников движения левое переднее колесо автомобиля провалилось в открытый водопроводный люк. Я выезжала с квартала, крышка была люка, то есть отодвинутая. И не заметила, потому что вроде, считаю, колесом левым въехала. Бампер там с той стороны треснул. Ну и развал схождения, скорее всего, тоже там все. Получается, наши дорожники или кто этим занимается, не уследили, что был открытый люк. Повреждена машина, сейчас ждем в ГАИ. Вопреки мнению Олеси Резниковой, эти люки находятся в ведении водоканала. Рядом с пострадавшим автомобилем на асфальте виднеются следы от колес большегрузной машины. По словам специалистов, именно она могла зацепить крышку люка и протащить ее несколько метров. Позже, в этот же день, работники водоканала, прибывшие на место происшествия, вызволили автомобиль из люка. Ущерб пока неизвестен. Оценка будет производиться оценщиком. Нас, как организацию, которая осуществляет эксплуатацию систем водоснабжения, в том числе и систем вот этих люков, вызвали к оценщику, и там будет проводиться оценка данного транспортного средства. В связи с этим пока вопрос о возмещении пока еще неизвестен. По словам представителей водоканала, возмещение ущерба водителю будет возможно только в том случае, если подобное сочтет необходимым суд. Что ж, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а напоследок мы хотим напомнить всем, что сейчас многие государственные услуги, в том числе и по линии ГИБДД, можно получить с помощью интернета на едином портале госуслуг. Во-первых, это гораздо быстрее по времени, а во-вторых, дешевле на 30%. На сегодня все. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте законопослушными. Увидимся.